Здравствуйте, в эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Креативная индустрия – главная повестка мероприятия. В Якутии состоялся 5-й дальневосточный этап стартап-тура фонда Сколково. Автозимник – единственный путь к Наслегу. Жители Чегдинского Наслега сталкиваются с трудностями ввиду отдаленности от районного центра. В проблеме разбирались наши корреспонденты. Больше не нужно подниматься к себе домой по приставной лестнице. Жительница утопающего аварийного дома Анфиса Конюхова получила ключи от новой квартиры. Космомания Хангаласского района. На базе Малой академии наук Якутии школьники написали всероссийский космический диктант и посетили марсианский полигон при академии, где представлен спускаемый аппарат от Роскосмоса. Якутская группа Щепкинского училища выступила с постановкой по пьесе Островского. Как встретили артистов зрители, расскажут наши коллеги. Завершил свой рабочий визит в Якутию вице-премьер Юрий Трутнев. Второй день поездки прошел в Нерюнгринском районе. Подробности у нашего корреспондента Ивана Лазаренко. Свою рабочую поездку в республику зампред правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев завершил здесь, в Южной Якутии, где совместно с главой региона Айсеном Николаевым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым провел ряд важных встреч и совещаний относительно и развития угольной отрасли в регионе, а также развитию мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации. О развитии угольной отрасли в республике, как об одном из важнейших двигателей социально-экономического развития Якутии, говорили во время посещения горнообогатительных комплексов компании «Колмар». Сегодня все те проекты, которые «Колмар» здесь реализует, они же уже начинают приносить очень ясные, понятные социальные эффекты. Строится жилье, пусть не так быстро, как хотелось бы, но квартал «Р» уже начинает строиться. Появляются совместные проекты с Южно-Якутским технологическим колледжем, которые тоже повышают качество и образования, трудоустройства здесь местной молодежи. Благодаря «Колмару» мы сегодня видим оживление в целом малого бизнеса здесь, в Нерюнгри. И таких эффектов будет еще больше, потому что за «Колмаром» сегодня уже идут и другие крупные компании, которые реализуют такие же и, может быть, даже более глобальные проекты как раз на территории района и города Нерюнгри. Реализацию мастер-плана Нерюнгринской городской агломерации, который недавно был представлен советнику президента России Максиму Орешкину, также обсудили на расширенном совещании в режиме ВКС с профильными федеральными министерствами и ведомствами. Любой документ, особенно такой, который описывает развитие территории на много лет вперед, а мастер-план – это именно такой документ, всегда нуждается в постоянной творческой доработке. То есть мне кажется, что есть вопросы, на которые можно уделить отдельное внимание. Я попросил Айсена Сергеевича, руководителей города, еще раз, все-таки это учтено, но как-то надо акцентировать и во главу угла поставить мнение жителей, чего они прежде всего хотят и ждут от мастер-плана. Все-таки мы для них все это делаем, для людей, которые здесь живут. Мастер-план Нерюнгри уже получает первые шаги развития. И, по словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, при разработке концепций важно концентрированно взглянуть на город глазами жителей, бизнеса и туристов. Мы отталкиваемся от того, что на первый план выносят сами люди. И два приоритета жителей города Нерюнгри – это здравоохранение и образование. Как уже сказал глава республики, по президентской субсидии уже оказываем существенную помощь в реконструкции объектов здравоохранения для того, чтобы люди получали более качественные медицинские услуги. Но для развития экономики очень важно, чтобы вот этот быстрый рост добычи угля и сопутствующих предприятий сопровождался ростом выпуска кадров. Безусловно, благодаря именно таким проектам Южная Якутия переживает очередной толчок социально-экономического развития и становится более комфортной для ее жителей. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Креативный кластер «Квартал труда» принял 5-й в Якутии дальневосточный этап стартап-тура фонда Сколково. В этом году мероприятие посвящено креативной индустрии. Марферина Алексеева продолжит тему. Торжественное открытие тура не случайно началось с завораживающего номера Анастасии Алексеевой, актрисы театра «Ланхо».
Лазерное шоу демонстрирует, что можно сотворить, совмещая современные технологии и творчество. А именно это является основной чертой всех креативных индустрий. Сегодня республика является самым креативным регионом страны. Поэтому якутские стартапы особенно интересны фонду Сколково. Впервые в этом году делаем отдельное направление и рассматриваем конкурсные проекты по направлению креативной индустрии. Это и цифра с точки зрения цифровых технологий, производства видеоконтента, производства развлечений. Но это и новые материалы, которые могут использоваться в одежде, или, например, новые продукты питания, то есть новый фудтех, который приносит новые вкусы, новые впечатления. Все это Creative Tech. Впервые в этом году мы работаем с Creative Tech. На участие в конкурсе было подано 259 заявок. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Из них 20 лучших проектов боролись за денежный приз в размере 300 тысяч рублей и право представить свой проект на общероссийской конференции «Стартап Village» в Москве. Участники конкурса представили интересные проекты, многие уже воплотили свои идеи и продвигают свой продукт. Мы создаем незамерзающую резину, резинотехнические изделия. К примеру, автомобильные пыльники, сайлентблоки и так далее, которые выдерживают температуру до минус 70 спокойно вообще и до плюс 200. Надеюсь, что получил в этот раз очень хорошие, как говорится, отзывы о моей работе. И надеюсь, это повлияет на нашу работу в будущем вообще. Также в рамках стартап-тура прошли сессии о креативной экономике, цифровых персонажах и новых медиа. Тематические дискуссии, выставка технологических решений и первый в Якутии фиджитал-турнир. Участники турнира соревновались в игре CSGO и матчах по лазертагу. Особенность фиджитал заключается в том, что он сочетает физический и цифровой спорт. Специально для турнира организаторы подготовили 2 киберарены площадью почти 1000 квадратных метров. Да, впервые. Да, лучше, конечно. Ну, зрители, интрига, энергия, короче. В Якутии в отрасли креативных индустрий работает 42 тысячи человек. Это хороший показатель. По словам министра инноваций, эта цифра будет только расти. И самое главное, мне кажется, что для молодежи Дальнего Востока и Якутска, в частности, возможность реализовать себя, не уезжая никуда. Мне кажется, вот это главный посыл мероприятия, что ребята, правительство создает вам условия, институты развития вас поддерживают, финансируют проекты. Но вы создавайте, удивляйте мир, как говорится. Мероприятие посетило более 1000 участников. Присутствующие высоко оценили обратную связь от экспертов. Марферина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск. В Ленске прошла встреча с участником специальной военной операции. Молодой человек Альберт был мобилизован в сентябре прошлого года. Пройдя подготовку, он, так же, как и многие наши земляки, встал на защиту Родины. Альберт рассказал, как обстоят дела в зоне СВО, в каких условиях живут бойцы и какое имеется оснащение. Молодой человек выразил ленчанам благодарность за поддержку, за помощь, которую они оказывают всем, кто сегодня находится в зоне проведения специальной военной операции. Неоднократно их бригада получала посылки с продуктами, питания, экипировкой и обмундированием. Альберт до сегодняшнего дня находился дома в 2-недельном отпуске. 12 апреля он вновь возвращается в зону СВО. Показывали, что делают для фронта. Сети, нашлемники. Задавали вопросы. Но больше говорить нельзя. Так что в общие темы. Чего хватает, чего не хватает. А сейчас хотите обратно, да, в село? Ну, конечно, там все друзья, знакомые. Нужно защищать свою родину. Томодская школа номер 6 по праву считается одной из лучших не только в городе, но и во всем Алданском районе. С самого первого дня школу отличало большое внимание, которое педагогический состав уделяет патриотическому воспитанию. С 2016 года в школе действует юноармейский отряд, без которого не обходится ни одно патриотическое мероприятие в городе. Подробности в сюжете Александра Хавренко. Школа номер 6 города Томод была открыта в 1925 году и за все время своего существования славилась в районе и в республике как образец патриотического воспитания школьников. На территории школы силами администрации учеников воздвигнута аллея героев, посвященная памяти томодцев, принявших участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Пусть у них не у всех есть звание Героя Советского Союза, но они для нас герои. Аллея эта построена в 2015 году к 75-летию Великой Победы нашей. А в скором времени аллею героев расширили и включили в нее томодцев, принимавших участие в современных вооруженных конфликтах – Афганистан, Чечня, Сирия и Украина.
В прошлом году при взятии под контроль аэродрома Антонов в районе Гостомеля погиб выпускник школы, боец 93-й десантно-штурмовой бригады Александр Иванов. С 23 года отряд юноармейцев 6-й школы носит его имя. Также в феврале 23 года в школе появилась парта героя. В феврале этого года за партой героя посидели уже 4 ученика нашего класса. Макаренко Света и Пивоваров Вадим в феврале, Кучеров Кирилл и Негрич Тимофей в марте. В апреле буду сидеть я и Иванова София. Нам выпала честь и большая ответственность сидеть за партой героя. Юноармейцы Томото чтут память своих земляков, прошедших через войны и вооруженные конфликты, несут караулы на аллее героев, чистят от снега и убирают территорию вокруг памятников. Ни одно патриотическое мероприятие в городе не обходится без их участия. Относятся добросовестно, то есть постоянно у нас проводятся занятия по патриотическому воспитанию, какие-то семинары, объяснения, зачем это нужно, для чего, что это за люди. Поэтому юноармейцы вполне осознают, что этим надо заниматься. В прошлом году на День флага юноармейцы 6-й школы установили российский триколор на горе. Теперь это место стало одной из достопримечательностей города. В этом году юноармейцы планируют установить в городе Знамя Победы, которое посвящено 5 великим победам СССР над фашистской Германией. Знамя будет установлено на берегу реки, на левом берегу, напротив обелиска, который установлен на правом берегу нашего города. Ежегодно ряды юноармейцев пополняются новыми школьниками, и от старших к младшим передается память, уважение и любовь к родине и ее истории. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Томот, Алданский район. Кафедра экономики и управления развитием территорий Финансово-экономического института СВФО провела научно-практическую конференцию «Современные подходы к управлению муниципальным образованием на Севере» с опубликованием сборника трудов. В ходе заседания участники обсудили наиболее важные и актуальные проблемы государственного и муниципального управления на Севере с точки зрения основных тенденций развития экономики, права, публичной политики, гражданского общества, социальной сферы и взаимодействия человека с окружающей средой. Итогом конференции является принятие резолюции по развитию, совершенствованию государственного муниципального управления в целях внедрения каких-то новых мероприятий, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности муниципальных районов и взаимодействию органов власти, муниципалитетов, также нашего университета. С сегодняшнего дня в Национальной библиотеке Якутии начал работу межрегиональный семинар-практикум «Сохранность фондов. Комплексные подходы, действия и решения». На трехдневном семинаре участники обсудят ключевые проблемы сохранности библиотечных фондов и объектов культурного наследия, обменятся опытом успешной реализации проектов по сохранности библиотечных, музейных и архивных документов. Спикерами семинара практикума выступают представители Российской государственной библиотеки, Всероссийского художественно-научного реставрационного центра имени академика Грабаря и Национальной библиотеки Якутии, а также других библиотек регионов России. Это очень важный семинар и для региона, и для России в целом, и для Российской государственной библиотеки, которая является соорганизатором этого семинара. Вообще тема сохранности библиотеки – это, считайте, самая важная тема, потому что это фактически основа уставной деятельности любой библиотеки – это сохранение документов в интересах будущих поколений. Со следующего года до 6 метров будет расширен автозимник к селу Чегда. Это самый отдаленный и труднодоступный населенный пункт Алданского района. Он располагается почти в 500 километрах от Алдана. Сезонный автозимник – это единственный путь к чегдинскому наслегу. О том, с чем чегдинцам приходится сталкиваться из-за своей отдаленности и труднодоступности, в следующем материале. Чтобы добраться до чегдинского наслега зимой, нужно преодолеть порядка 37 километров по автозимнику. Но узкая ледовая дорога позволяет проехать только легковому автотранспорту. Для больших грузных машин ширины уже не хватает. Из-за этого туда не могут попасть и мобильные медицинские комплексы. Однако к следующему году этот вопрос должен быть решен. Сейчас у нас этот вопрос решился, и мы за лето выпилим, расширим зимник наш до 6 метров. И будем ждать, чтобы на следующий год нам приехали именно этот такой мощный комплекс для здравоохранения. В период распутицы закрывается и этот путь, поэтому старшеклассники чегдинской школы вынуждены заранее выезжать в соседние города, чтобы отучиться там 4-ю четверть, а затем остаются на выпускные экзамены. 2 ребенка у нас уехали в Алдан для того, чтобы в 4-й четверти
там учиться и сдать там экзамены. Потому что из-за того, что дороги у нас тут нет, вот, выехать на экзамен они отсюда не смогут. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы дети сдавали здесь на месте. Тут и родные стены всегда помогают. Как такового в Чегде нет и авиасообщения. Старое здание аэропорта, построенного еще в 1944 году, сегодня заброшено и носит гордое имя объекта культурного наследия муниципального значения. Внутри все еще можно увидеть остатки былого оборудования, однако все давно пришло в негодность. Также и взлетная полоса. По рассказу Владимира Николаевича, работавшего здесь диспетчером с 1981 по 1989 годы, в лучшие времена она была протяженностью больше километра и могла принять самолеты и вертолеты всех типов. Сегодня осталась едва ли половина. Остальная часть уже заросла. И теперь приземлиться здесь могут разве что небольшие самолеты и вертолеты. Тогда, конечно, были интересные полеты, было очень много. Летала техника. Аэропорт был 4 класса. Летали вертолеты всех типов, начиная с маленьких, заканчивая Ми-6. Летали самолеты Ан-2, Л-410. Объемы перевозок были очень большие. Летали пассажиры с приписных площадок, с Кутаны, с Бельгачей и нашего поселка. Стояли, работали самолеты и вертолеты на геологов, на старателей. Так что работы хватало всем. Сегодня взлетная полоса фактически используется 2 раза в год, когда в Наслег прилетают дотационные рейсы, на которых перевозят и пассажиров, и грузы. Также полоса принимает санрейсы. Для обеспечения населения электричеством местная дизельная электростанция завозит необходимое топливо заранее, еще в период навигации. Чтобы не возникало перебоев, ежегодно завозится порядка 10 тысяч тонн. Мы снабжаем электроэнергией поселок Чегда. С снабжением электричества проблем как бы нету. Завоз топлива для дизелей дизельного танкером осуществляется. С топливом проблем завозов нет. Топлива хватает. Раз в год у нас по навигации танкером, когда весенняя вода большая, танкер приезжает. Итогом труднодоступности села становятся непомерные цены в магазинах. Местные жители жалуются, что им приходится платить в несколько раз больше, чем соседним населенным пунктам. Здесь цены в 3, 4, 5 раз выше по району. То есть наши местные индивидуальные предприниматели, которые занимаются торговлей, цены завышают очень сильно. Пойдешь в магазин, пакетик принесешь, а выложишь кругленькую сумму. То есть с этим очень большая проблема. Ценников нету в магазинах ни на каком виде товара. То есть мы даже не знаем, сколько это стоит в действительности. Нам подсчитывают, мы платим. Даже вкупе с автозимником, редкими дотационными рейсами и непостоянной навигацией этого недостаточно для доставки всех необходимых грузов, а также бесперебойного почтового сообщения. Часть проблем решает северный завоз, но даже им доставляются только товары первой необходимости. В результате вопрос об обеспечении Чегды остается открытым. Юрий Осипов, Владимир Павлов, село Чагда, Алданский район. Жительница утопающего аварийного дома Анфисы Конюхова получила ключи от новой квартиры. Напомним, наш телеканал недавно освещал проблему ветхого жилья по улице Дальняя, дом 82. Бабушке приходилось подниматься к себе домой по приставной лестнице на 2-й этаж, так как пройти через затопленный подъезд было невозможно. В каких условиях теперь проживает пенсионерка и насколько она рада долгожданному переезду, узнала Светлана Амосова. С палисадника зайти, палисадник зайти. Вот так. И лажу туда, в комнату свою. Тоньку, чтоб не свалиться. С волнением и с чувством радости Анфиса Конюхова приезжает уже в свой новый дом. Квартиру пенсионерки выдали в микрорайоне Звездный. Сейчас там активно идет строительство многоквартирных зданий, но уже некоторые объекты сданы и введены в эксплуатацию. Зашла к себе на квартиру, на новую. Приехала. Бабушка десятилетиями проживала в непригодных условиях. Она давно мечтала о таком комфортном доме. Для меня как дворец. После 30-летней жизни там, для меня это как дворец. Больше всего она рада благоустройству, так как в старом доме никаких удобств не было. Наконец-то у меня появились благоустройство. И ванна, и раковина, и там
туалет. Ну неужели мне до сих пор говорю же, не верится, что я ведра таскать не буду, ведерно-выносная система у меня уже кончится. Эта квартира стала новым глотком воздуха, ведь совсем недавно она потеряла мужа, с которым рука об руку прожила долгие годы и мечтала переехать в новое жилье вместе с ним. Ну не первый этаж, не второй этаж, а третий самый хороший. У меня муж мой тоже всегда говорил, если предложат, говорит, третий этаж только бери, только третий этаж. Специально для того, чтобы заняться приятными хлопотами, она взяла отпуск на работе и теперь все свое время посвящает вопросам переезда. Светлая, просторная двухкомнатная квартира с готовым ремонтом. Для Анфисы Михайловны это мечта всей ее жизни. Она перевезла сюда практически всю мебель, осталось докупить только прихожую и поставить здесь кухонную. Сейчас пенсионерка занимается оформлением документов и сбором справок об уплате всех коммунальных услуг. После этого она должна сдать ключи от старой квартиры в департамент жилищных отношений, так как она является муниципальной. Более того, ее новое жилье оказалось больше предыдущей на 6 квадратных метров, что, несомненно, обрадовало бабушку. Я еще пока в шоке. Я пока еще в шоке. Неужели, думаю, иной раз вечером лежу, неужели я перееду туда? Неужели, думаю, отсюда уйду, думаю. Так что вот буду жить, радоваться. Вместе с ней в этот многоквартирный дом переехали и ее соседи. Напомним, что в аварийном доме проживало 7 семей, и они все ждали расселения. Остальные собственники до этого получили денежную компенсацию. Светлана Амосова, Челус Накентьев, Якутск. В День космонавтики для якутских школьников провели телемост с сотрудниками акционерного общества «Информационные и спутниковые системы» имени академика Решетнева. Данное общество входит в госкорпорацию «Роскосмос» и является российским лидером по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии. Телемост состоялся в рамках образовательной смены «Космомания», проходящей в эти дни на базе Малой академии наук в селе Чапаево Хангаласского улуса. Также в рамках Дня космонавтики участники смены написали всероссийские космические диктанты, посетили марсианский полигон при Академии, где представлен спускаемый аппарат от Роскосмоса. В этом году приехало 33 учащихся. Ребята разделились самостоятельно по направлениям, таким как космическая робототехника, малые космические аппараты и дистанционное зондирование Земли. Сегодня, в День космонавтики, для ребят проведен телемост с акционерным обществом «Информационные и спутниковые системы». Это компания, которая занимается почти всеми спутниками в нашей стране, как оказалось. Я не знал на самом деле этого. Они приглашали нас, рассказывали про целевые места, про условия жизни и про то, как хорошо у них работать. 12 апреля также исполнилось и 200 лет Александру Николаевичу Островскому. К юбилею драматурга якутская группа Щепкинского училища подготовила спектакль «Гроза» по одноименной пьесе писателя. Ребята выступили в усадьбе Островского Щелыкова. Как их встретил костромской зритель, в материале Айсены Бурнашовой. Спектакль «Гроза» – театральная классика, а для студентов Щепки постановка стала дипломной работой. На сцене хрестоматийный сценарий, знакомые со школьной скамьи герои. Вот Катерина – луч света в темном царстве. Ее играет Нария Колесова. А вот супруг Катерины Тихон, в роли которого впервые вышел Нюргун Никитин. Его герой никак не может вырваться из-под подола матери, купчихи Кабанихи. Что за я человек такой на свет рожден, что не могу угодить вам ничем? Тихон вот такой персонаж, да, что он очень избалованный, все время с матерью, слушает ее указы, все время исполняет то, что она говорит. Так на жену она так, ну, есть она и есть, ведь надо иметь жену. В то время, наверное, надо было, чтобы престиж был, все-таки мы дворянины. На самом деле, мне кажется, они наравне с Кабанихой. Это как конкуренция, потому что у них тоже какая-то такая непонятная любовь с сыном. Она старается не давать себя в обиду. Такой была жизнь купечества по Островскому. Новым веянием в этой грозе стало звучание. Часть монологов перевели на якутский язык. Якут? Якут, да? Дверь. Дверь, Джан. Дверь, Курат.
Герои спектакля живут в вечном ожидании грозы. Для кого-то раскаты как знак грядущих перемен, для кого-то небесной кары. Гроза – главный символ спектакля, но кто бы мог подумать, что здесь за сам звук той самой грозы отвечает вот такой кусок пластиковой пленки. Звучит правдоподобно. Так бежим домой, скорее, Иван. Куда? Домой, да, куда? Как ты домой без брата? Грозовые раскаты щепкинцев сегодня увидели местные школьники. Впереди, в Костромской области, у студентов намечается еще одно выступление. Да, мы учили даже отрывок, где Катерина рассказывала про себя. Впечатляюще, мне очень понравилось. Было, конечно, непонятно иногда, но это было как-то и придавало изюминку выступлению. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Щелыкова, Костромская область. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.